Pertempuran Rusia dan Ukraina semakin sengit setiap harinya, ditandai pada banyaknya kerugian baru yang diterima baik kubu Rusia maupun orang-orang Ukraina. Baru-baru ini, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Senin 11 November 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan momen saat sekelompok militer Rusia melakukan penyerangan di wilayah yang diduduki tentara Ukraina. Tampak membawa senjata pamungkas dan keperluan militer lainnya, pasukan Rusia menerobos masuk ke dalam rumah-rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian tentara Ukraina. Semua sudut rumah tersebut ditembak secara brutal oleh militer Rusia, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Длинный будет. Флаг, вот он наш развивается. Да, вот, красиво видно. Прямо четко видно. Прямо на школу. Все четенько. Да. Находимся в селе Желаном. Принимали в боевых действиях участие. Вот. Далеко вот возгружали флаг Российской Федерации. Ну, прямой бой был, получается. Тяжелый. Самое тяжелое это как раз вот, наверное, FPV-шки, которые не дают просто так просто штурмовать. Местные жители помогали нам чтобы зарядить рации. Чтобы выйти на связь с командой, помогали зарядить батареи на рациях солнечными батареями. Каждый дом где-то бывало, что часами просто проходили там 20-15 метров. Потому что вот отсюда, с этой стороны, постоянно открывали огонь они. Вот, мы постоянно перестреливались с ними. Вот. То есть, с боем, с тяжелым боем мы проходили. А у них там что, вот где перекресток, с левой стороны у них пулемет работал. Вот здесь полностью у них автоматчики были. 2 пулемета с этой стороны были. И они не давали нам сюда пробраться. И с той стороны нам тоже, по нам начали стрелять, у них тоже там был. А Брэдли именно по этой дороге шел, ездил, круг делал, обстреливал, и с той стороны тоже так же. А у нас-то что, бой вон там начался, в тот доме. Мы заходим туда, а там уже нас ждут, и все, мы убрали их. Флаг. Длинный будет. Флаг, вот он наш развивается. Да, вот, красиво видно. Прямо четко видно. Прямо на школу. Все четенько. Да. Находимся в селе Желаном. Принимали в боевых действиях участие. Вот. Далеко вот возгружали флаг Российской Федерации. Ну, прямой бой был, получается. Тяжелый. Самое тяжелое это как раз вот, наверное, FPV-шки, которые не дают просто так просто штурмовать. Местные жители помогали нам чтобы зарядить рации. Чтобы выйти на связь с командой, помогали зарядить батареи на рациях солнечными батареями. Каждый дом где-то бывало, что часами просто проходили 20-15 метров. Потому что вот отсюда, с этой стороны, постоянно открывали огонь. Вот, мы постоянно перестреливались с ними. Вот.
То есть, ну, да, с боем, с тяжелым боем мы ходили. А у них там что, вот где перекресток, с левой стороны у них пулемет работал. Вот здесь полностью у них автоматчики были. 2 пулемета с этой стороны были. И они не давали нам сюда пробраться. И с той стороны нам тоже, по нам начали стрелять, у них тоже там был. А Брэдли именно по этой дороге шел, ездил. Круг делал, обстреливал. И с той стороны тоже так же. А у нас-то что, бой вон там начался, в тот доме. Мы заходим туда, а там уже нас ждут. И все, мы убрали их. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.